Бурлунду Найортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня провел встречу с Ильей Семиковым. Он вместе с Юлией Ступак защищал честь России и честь республики на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Илья занял 9-е место в лыжной гонке классическим стилем. Конечно, это для Ильи далеко не предел, и мы сегодня с ним это обсудили. Илья мастер спорта России международного класса, и он чемпион России 2021 года. У Ильи огромный потенциал, он молодой гонщик, молодой лыжник, поэтому у него еще все впереди, поэтому будем его поддерживать. Договорились, что он сейчас максимально приложит усилия для того, чтобы подбираться на чемпионат мира, ну и затем на Олимпийские игры, и точно совершенно будем его поддерживать. Илья родом из Уссыльмы, и, конечно, это наш гонщик, наш лыжник. Ну и будем в скором времени ждать еще встречи с Юлией Ступак, с тем, чтобы я тоже рассказал вам об этой встрече. Еще сегодня хорошая новость. В Коми республиканской больнице заработал компьютерный томограф. Вы знаете, что особенно в период 2020 года, когда началась пандемия, нам катастрофически не хватало компьютерных томографов в республике, были огромные очереди. Вот в связи с этим мы действительно усилили работу по оснащению компьютерными томографами республики. И вот в Коми республиканской клинической больнице такой новый компьютерный томограф заработал. Он сегодня, конечно, пока работает еще в основном на больных с ковидом, но как только будет снижаться заболеваемость ковидом и мы перейдем на плановую медицинскую помощь, конечно, этот томограф новый, современный, будет работать уже непосредственно на другие заболевания. Ну и на этом мы не останавливаемся. По нацпроекту здравоохранения в 2021 году было закуплено 120 единиц медицинского оборудования, которое тоже уже работает в больницах и поликлиниках Республики Коми. Также по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями переоснащено в республике оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 5 первичных сосудистых отделений. Общая сумма тоже очень серьезная, более 156 миллионов рублей. И в ближайшее время будет также закуплен компьютерный томограф еще и в кардиоцентр. Помимо современного оборудования, мы, конечно же, не забываем и про лекарственное обеспечение. В прошлом году для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, которые находятся на диспансерном наблюдении и лечении, было выделено более 76 миллионов рублей. На эти средства закуплены медикаменты для людей, перенесших инфаркт миокарда, инсульт и кардиологические операции. Ну и таким пациентам лекарства, конечно же, выдаются бесплатно в течение 2 лет после перенесенного заболевания или проведенной операции. По эпидобстановке за сутки мы чуть-чуть снизились, у нас выявлено 2036 случаев заболевания ковидом, вчера было 2132 случая, но тем не менее в Сыктывкаре очень высокий снова рост, у нас сегодня за сутки 1084 случая, и продолжается высокий рост в муниципалитетах. Усть-Кулом и Кайгородский район здесь тоже имеют очень высокие показатели заболеваемости. По развернутым койкам, с учетом, что у нас сегодня менее 20% разрыв между занятыми и развернутыми, но мы ожидаем сегодня выписку, поэтому мы пока, у нас тут 2369 коек развернуто, занято сегодня 2006 коек, пока не будем дополнительные койки разворачивать, с учетом сегодня выписки, завтра посмотрим, может быть и нам как раз в эти 20% мы уложимся. По тому, что из заболевших, я обычно говорю вам, сколько среди заболевших вновь было привитых. Вот среди 2000
36 человек заболевших, у нас всего 20 человек привитых. Это менее 1%. Это снова и снова аргумент к тому, что нужно вакцинироваться, потому что практически, вы видите, среди заболевших, вакцинированных, что такое меньше 1%, это погрешность. И эти практически все 20 человек не переносят легко. 16 человек из 20 лечатся на амбулаторном режиме. По умершим, к сожалению, у нас умерло много сегодня людей, 13 человек, но опять же среди умерших не было ни одного вакцинированного. Поэтому, конечно, нужно присоединяться к тем, кто уже вакцинировался, а у нас таких сегодня 422 655 человек, плюс еще ревакцинированные 83 025 человек. И при этом у нас очень большой запас вакцины, более 123 тысяч доз, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к тем, кто уже вакцинировался, и не болейте. На сегодняшний день это вся информация. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.